Испытано на себе. Мы начинаем программу «Испытано на себе». Хотелось бы, чтобы сегодняшнее действие, оно малость было полезно. Да? А малость полезно было в каком случае? Вот приобрел я автомобиль концерна Suzuki и так далее. Ну, замечательный же автомобиль. Ну, да. Тут летом только. Зимой он не ездит. Он стоит у меня обычно. Ну, я езжу, но потом... Редко. Да, потом меняю. Сальники часто очень. Вот. И это на самом деле современный очень пепелац, да, то есть там ассистенты всякие разные навороченные, тому подобное, там экстренное торможение, все дела. Ну, а по сути это жестяная коробка, то есть и она оснащена в базе, то есть прям вот японец ничего не делал, оснащена припаганными колоночками 10-сантиметровыми, да. Мы сейчас скроем и посмотрим, что они из себя представляют, и попытаемся, ну, что-то без всяких там, чтобы попа тряслась и так далее, поставить что-то более-менее приличное, чтобы музончик у нас, ну, играл хотя бы немного приличнее. А для этого нужно еще приложить парочку усилий еще дополнительно, да? Да. Помимо того, что должен быть какой-то инструментальный минимум. Вот. Эксперт целый, звукорежиссер нашего телеканала, звукорежиссер, заметьте, также художник по свету, режиссер по свету, вернее. И вот я его попросил помочь снять программу «Испытано на себе», да. Вот, соответственно, «Испытано на себе». Что может быть испытано на себе такого более пацанского, чем замена акустики типа? Колхозного. Да, колхозная, сами. Своими руками, вот этими руками заменить акустику на то, чтобы звучало более-менее прикольно. А для этого мы сейчас вот попытаемся, ну, не знаю, микрофон-то осилит, нет, включим музыкальное произведение, мы немножко... Дорога легче. Понял. Видишь, да, умная машинка. Ну, и, собственно, музыка включилась. Собственно, музыка. Мы не стали там меладзе ставить и так далее, да? Звучит она в целом вот так. Ну, то есть ты как звукорежиссер можешь покопаться в эквалайзерах и так далее, посмотреть, что тут настроек-то на самом деле, да? Ну, стоит поп, давай что поставим? Классику поставим, да? Верхи подрезаны, басов добавилось, но еще раз, это предел. Предел того, что вот эти колоночки могут, как бы того, да? Ну, понятно, да. И слышишь, да, такое? А дребезжит целлофан, которым закрыты технологические отверстия, да? Ну и вообще в целом кузов тоже дребезжит. Вот. Поэтому, ну, не про меломана это, так, просто в пробке что-нибудь послушать. Комфортно было. Комфортно было, да. Вот, и сейчас Данил, он уйдет практически из кадра, он будет за кадром, он будет наставлять. А как он говорит, все, давай паузу сделаем, да? Паузу сделаем. Он будет наставлять, как и что делать, а на самом деле он поступает очень хитро. Он говорит, если что-то будет, типа результат какой-то никакой будет, то я и своей тоже займусь. Да. Да? Ну, что, давайте посмотрим, какой у нас арсенал и что мы приготовили. Мы это будем делать вообще первый раз. То есть ты будешь первый раз вообще, шумкой заниматься. Абсолютно. Я еще раз говорю, я тяжелее мышки. Я видеомонтажер. И я тоже самое буду первый раз этим заниматься. А причиндалов всяких там и так далее нам понавтыкали выше крыши. Ну и давайте мы еще раз посмотрим, что у нас из арсенала есть и что нам пригодится. Ты где? Собственно, мы набились в гараж к Данилу. Я у него тут машину иногда мою, да? Это. Ну и что мы, соответственно, купили, давайте мы сейчас посмотрим. Распаковка? Да, распаковочка. Тут, ну, смотрите, машина вообще такая модульная, вся такая на молле. Рабочая. Рабочая, да. Ну и сюда, если что, циркулярка вмещается. Так, ну что, смотрим. Будем менять прежде всего, да? Прежде всего будем менять колоночки вот на вот эти. Я на маркетплейсе купил за 4000.
Я думаю, что в любом случае оно будет Не, ну в лучше любом звучать, случае штатный будет звучать. Да. Ну, херцовская, коаксиальная, Ну что, будем пробовать? в целом прилично. Да? В целом прилично. Тогда как Да. сторонку его. В сторонку. Дальше? наверх его. Да, у нас есть замечательная вот Это план. тетрадь, да, план действий. Нет, мы из нее будем шаблоны вырезать. А, все, давай. Да. У тебя, ты же сказал, что у тебя бумаги нет? Да. Да. Обезжириватель универсальный. Ну, возможно, будем пользоваться моим. Возможно, да? Да, А у потому тебя что- получше, да? Ну, он более щадящий. Ага. Ну, наверное. А тут вообще White Spirit есть. Ну, Окей. это же это. Тяжело очень, да? Вот. Да. Что еще? Ну, всякий метизм. Кассетка. Ну, там саморезы. Ты дома ремонт делал и все это захватил? Нет, я из гаража взял. А, всё. с гаража. Да. Что еще? Что еще? Это сверло. Каевочка со сверлами. Угу. Кстати, очень удобно, оказывается. Да. Замечательный шуруповерт. Второй. Второй такой. Вот такой же, да? Нет, он там... Ну, Сейчас примерно. Но у меня, А, нет, мы давай потом сюда придем. да, у меня дело в том, что, видишь, батарейки PowerStack, это квадратные Угу. банки, они как бы, ну, типа, помощнее. А, да? Да. Вот, шурупан. И тут есть еще фен, да? Он пригодится или нет, я не знаю. Ну, фен вряд ли, потому что есть строительный фен. У тебя Будем строительный. использовать его, ага. Ну, короче, да, максимально, это не бытовое оснащение, а максимально профессиональное. Потому что Данил, он, еще раз, он большой звукорежиссер, шаман большой в области звука и света. Забыли еще, Больше да? света, наверное. Да, больше света, забыли. 3 листочка вибра. Акустические маты здесь применять смысла нет. Мы сейчас скроем, и ты увидишь, да? То есть мы предварительно посмотрели там ютубы, Степышка двойка и... Его же нельзя говорить. Почему? Можно, по-моему. Ну и этот поролончик, да? Потом, ну, чтобы к карте прилегало. Ну, да, чтобы вибрации меньше было. Да. Антискрипт типа, да? Да. Пусть лежит. Все, вытаскиваем вот эти вот эти вот. Давай, вытаскиваем. Утаскиваем. Ну, должно хватать. Да. Ну что, первым делом, конечно же, нужно отодрать вот эту вот штуку, да? Она просто отдирается, по-моему. Все, отодрали. Люди обычно тут, если компонентная акустика, да, крепят Не, ну вот это вот. пищалку. Да, и зашуметь тоже надо. Зачем люди фанатеют от звука в машине? У тебя вот такая стоковая же стоит, да? У меня стоковая стоит, а там босс система стоит. Здесь, думаешь, есть? Да. Вот Что-то упало. фишечка как раз и упала. Все страшно звучит. Вот эти вот, которые остались, надо выдернуть же, да? Ну, можешь оставить, чтобы мы потом знали, где он крепится, чтобы туда ненароком заклеить. Ну и сюда тоже, да, воткнуть. Это же обычный целлофан, да? Да, обычно должен. У нас же город очень пыльный. И зимой и летом. И зимой, и летом. Вот 3 дырочки тут, да? Ну вот. Вот родная пищалка. Не пищалка, а Да, то есть, да, динамик, да? сам динамик. Ну Да. тут, смотри, тут тоже есть кабель. Нет, это нет. Еще раз, товарищ Аргунов, я вообще не про аудио. То есть, А, ну вот, как раз таки видишь, ага. тут у нас стоят эти. Видишь, у них уже вилки стоят. Все. Ну, давай. Тоже произведение включаю, да? Ну давай. Так, на паузу поставь-ка.
Противофаза идет? Погромче. Дребезжит это что? Ну вот тоже не могу понять. Volevo stare un po' da solo per pensare tu lo sai. Давай-ка на паузу, давай видим, как было. Ну смешно же? Вообще смешно. Да. Да. Все, давай. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Лучше. Ну да, лучше. Все, отключаю. А вот чего я боялся, да? Чего ты боялся? Разорви-ка вот эту штуку. Метис этот от колонок. А, Смотри, просто вот эти центра, да? Саморезы вот эти. на. Они вот смотри, как расположены. Вообще в край. Да. Используем вообще чудо современной инженерии. Распечатали оригинальные проставки для динамиков Пионер. Рекомендуется для данной машины именно Пионер. Вот эти вот отверстия, они вот здесь совпадают. Это 3D-печать и оригинальные проставки скопированы. Угу. То есть у нас вообще никаких проблем сейчас не должно быть. Вообще, конечно, надо было, чтобы сведущие люди этим занялись, да? На самом деле. Дай, пожалуйста, черные саморезики. А где клемасики наши? Так, я их там заклеил, чтобы обезжиривателем не попасть. Человек специально обученный соединять клеммы. Ну, мне кажется, сейчас неправильно соедини. Стоп! Данил Алексеевич, нам не нужно сейчас ничего делать, нам нужно проложить. Да. Типа на паузу ставь. Мне кажется, вот одну полоску вот такой ширины, сантиметров 12, да? Угу. Вот прямо по ребру. Дай-ка я бежишкой поработаю. Угу. А где салфеточка? Ну, Хорошая тряпка, что ли? угу. А может, плохой тряпка? Нет, ну, как бы не особо хороший. Для грубых. Здесь. Ты прямо на тряпку прыскаешь? Нет, на кузов надо. Ну и вонь, да? Ну, проветривается быстро. Вот здесь подержи-ка, чтоб... Ну вот ты сейчас зря снял, Яна, кажется. Да? Нам куда надо было конец какой-то. Прицелиться? Нет, Да. я примерно знаю. Все, и напятывай. Роличек у нас. Вот этот вот ребро, оно такое плохое, да? А его внахлёст, да? Да, можно можно. Разницы тут особо нету, получается. Где аккумулятор не сняли? Надеюсь, нет. В смысле, ты предлагаешь как блогер вот так вот отдирать, да? Как? Ну, в смысле, часть
часть вот так вот сделать, просунуть, и потом... Не, смотри, там вот, да, заклей один конец. И по мере вот накатывания отбирай саму вот бумагу. Да, ну, ты так хорошо говоришь. Заклей один конец. У меня ощущение такое, что вот-вот. Заодно пыль убрали, да? О, вот это герметик остался. Ну, бог с ним. Он породнится с тем, да? Вот этот бы так и лег бы, да? И вот тут можем тоже самой нижней точкой. Тут можем также обрезать. Давай. Чтобы лишнего не болталось, да? Да, и зато мы его подаем туда. Как же, Да. Там клипсов нету нигде? Нет, вот я обошел их. Ага. Донизу дошло? Да. Хорошо, что материал такой пластичный, да? Отрезать? Я пока оставим. Не, давай. Зачем болтик пачкать? Видишь, тут как мудрено. Вот так вот засунем. Давай прорежь. Прорезай. На железо вывести надо. Режешь же? Да, вот, давай-ка вот так вот. Вот по этой, да? Да. Ну-ка, проложи-ка трассу. Там вот этим вот труд. Ну там этот, у нас хотя бы профессиональная будет каталка. А ты чем после мастики вот этот вот хирургический инструмент отделаешь? Обезжириваете? Как обычно, самому. Вон черные эти. Видишь, лежат черные. Отверточка там, да? Отвертка. Вот она. Ага. Данил, нам не нужно сильно фанатично. Вот по вот этой штуке. Вот по вот этой как раз можно было сделать шаблончик. Да. Согласен? Давай. Я тебе... мы вот эти вот мелочи, вот эти отверстия. Какие? Вот. А вдруг там что-то это того? У тебя же пакет был полностью без дырок. Угу. Ну. Очень грубо, да?
Очень грубо. Я вообще сторонник того, чтобы не сильно утяжелять дверь. Все, понял. Знаешь, по причине чего? Петли посмотри. Сказал, надо. Сказал, надо. А вот здесь не надо было, да? Да, мы этот сверху наклеим, у нас там много еще. Зелененькой, да? Да, вот оранжевый тоже. Вот это вот так вот можно же вырезать, да? Угу. Клуб любителей лоскутного шитья имени... Так, Данил, ты же человек, не страдающий как-то астигматизмом. Порча глазов нет, наоборот. Наоборот, наоборот. Да? Да. Вот так. Это длинненький. Нет, с двух сторон желательно. А мы туда сейчас не пролезем так. Наверх, наверх, чуть-чуть. Во. Красота, да? Угу. Вот это куском каким-нибудь заделается же, да? Да, он кусков много. Ну, у тебя прям тут наклейка еще есть, оказывается. Ну-ка, прям это. Дай-ка АСМР сделаю. Да. Дай я подержу. Давай-ка так дверь закроем. Погромче сделай. Like an old abandoned car, she parked it down on Lonely Avenue. And she forgot about it till the day she laid her eyes on you. Лучше, чем было. And her heart set fire and her soul А на фазе, да? Добавочку поставь. Хочешь перевтыкнуть? Да. Так, для уверенности. Давай-ка. В этом потом вырежемся. that love live again. Sitting in a subway station, watching as the trains go flying by. Может, басов дать тебе? И, кстати, нюанс. Угу. Не надо саморезами по дереву особенно. Нужны именно винты, по-моему, да? Какой толщины примерно? Вот столько хватит? А ты понял, хочешь? Так, Это шумопоглотитель. вот это, ну да. Он прямо к примыканию решетки должен с этой. Вот родная колонка, видишь? Угу. Все, понял тебя. Держи-ка. Ты это тоже у своих знакомых взял? Да. Обрезки. Давай до конца. Да, сразу на две
по-моему, и хватит. Так примерно. Да, сперва лицевую, а потом уже Мгм. загибать будем. А она в загибнутом состоянии влезет ли в решетку где? Дай-ка ножничку. Вот как раз вот это надо. Оно же тянется еще. И вот так, да? Угу. И все? Все. Чикай. Встал там у тебя? Да. С той стороны защелкивай. Там та сторона. Где-то вот здесь вот. Не, ну он встал так вообще. прекрасно. Ну что, у нас где-то 3 часа. 3 часа же. Ну, чуть больше, мне кажется. Да, Или- чуть. Ну да, Не, потому что на 2 дня растягивали, да. В общем, закончили дикий колхозинг в плане того, что убрали штатные динамики. Вот они, да, замечательные. 10-сантиметровые. Они вообще невесомые, вообще легкие. Ну, да. Видите, вот тут пластиковая это, оправка. Магнит маленький. Магнитик маленький-то совсем. Вот. Эмпирически доказали, да, что вот эти вот проставочки, они, ну, не для джима. Да, то есть здесь нужно вырезать чуть ли не в пол сегмента, в пол диаметра, чтобы притянуть. Ну, как оно, соответственно, будет держаться. Ну, правда, потом вычислили, что будет же держаться, типа, да? Ну да, то есть он как бы, если... Да, никуда не денется. да, типа. если мы зацепили по кругу и по внутреннему, то он как бы внаружи-то не вырвется. Да. будет. Но мы сделали хитрее. Я распечатал на 3D принтере у тех, кто этим занимается, копии родных проставок сузуковских по 13-сантиметровой колонке. И мы водрузили вот такой вот замечательный комплект Hertz, коаксиальный Uno X130. Ну, в принципе, еще раз, почему я вообще напрягал очень Данила Алексеевича, потому что, ну, он человек такой специально обученный звукам, там, цветам. Вот. И сейчас нам да, детейлинг, ну, моют машину мне иногда. Это по-дружески, там, с энергетиками. Мелкие котики врать. Да. Остается нам протестировать результат нашей работы, и это мы сейчас с огромным удовольствием сделаем. Тоже произведение объективности ради, да, нужно. Вот. Да стоп ты. Папка Андрея Бачелли была и гвоздь дель Силенсио. Эквализация? У нас какая была? Стандартная, Тогда нет, классик стояла. Примерно такая стояла. Угу. Примерно такая стояла. Но уже сейчас пойдут, скажем так, погромче сделать. Угу. Но дребезжание никуда не ушло. Ну, антискрип нужно. Да. Потому что дверь, она... Ты же видел, как разбирается. Ух ты.
pensare, tu lo sai. Гораздо лучше стало, да? Делаем мягкий. Убираем басы. Ed ho sentito nel silenzio una Diciamo che voce dici, dentro говорят, да? me. E tornan vive tante cose По-моему, che хороший пресет, credevo да? morte Да. ormai. Хороший пресет. E che ho tanto amato dal Не, mare не del сильно silenzio басы, скажем, заставляет играть и так далее. Давай. Nel mare del silenzio mi manca assai molto di più. Мне стандарт, мне кажется, самый оптимальный. Стандарт оптимальный. Да? А по мне поп. Вот тут вот эти две воронки снимают у тебя твои Sono века? cose in un silenzio Давай я вот non mi отсюда сниму. aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente Вот стандарт. ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Ну, остается нам как бы друг друга поздравить. Ты, если что, можешь еще подрабатывать там силенсером или как там саунд. Не, я не пока за это как бы деньги брать не буду, потому что даже вот я почти как домашний детейлер тоже. Ко мне часа друзья заезжают какие-то что-то брать и все. А деньги брать где-то пока не готов. Не, ну еще раз, задача была такая, вот эта вот припоганость, она звучала, ну, слегка припогана, да, даже при голове тейс, который, ну, китайцы научились вытягивать, скажем. Мгм. Это неплохая, в принципе, башка. Ну Да, да. да, с этими, с пространственным там и так далее. И при этом она звучала, ну, не хватало верхних частот. Согласен? Там, Ну, бедно звучало. да, один середняк, короче, там тащил, а вот сейчас поставили, даже басы он прорывает, даже чрезмерно прорывает. Вот, так что, в принципе, вполне всем под силу заморочиться, там, набрать энергетиков, хорошую компанию. Расходные материалы, кстати, да, цену приведу, колонки 4, ну, грубо 4500 При заказе. при заказе с маркетплейса, да, то есть с DNS чуть дороже. Маты, 3 мата по 380, ну, грубо 1100, По толщине 2 миллиметра. двойки были. 2 миллиметра, да. СТП и там тишина какая-то, да? Ну, самая бюджетная, Мгм. короче. Что еще? Ну, есть Так, клеили один слой, один слой, ну, Да. в некоторых местах там 2, да? В некоторых в местах. некоторых местах. Да. Заклеили все технологические отверстия. И, в принципе, Долго сомневаюсь в этом. да. Кстати, я сейчас поеду, я послушаю, что через двери же тоже как бы лезло всякое. И, ну и все. Неметизов ничего, 4500 плюс 1100. Ну, в 10 тысяч можно уложиться. С колонками считай. Почему? Колонки 400 и 1100 мат. Ну, энергетики посчитай. Энергетики. Аренда гаража, световое оборудование, 6 камер GoPro. Ну, если все посчитать, да, нормально. Это, то есть, будет две версии. Одна будет телевизионная, другая будет для себя, чисто побаловаться. Кстати, рекомендую еще раз. Не обман, ничего. Вон в ютубах нашли, как пацаны ровно буржуйские, ровно вот такие же колонки они ставят. И ничего не отвалилось у них. Ничего. Ну, примерно то же самое регламент сделали. Закрыли все технологические отверстия, вот целлофан выкинули, который на жутко пачкающемся герметике сидел, Мгм. кровью попортил. Ну и все, это испытано на себе попытка колхозная приведения звука более или менее такой пристойный вид. Да? Мгм. Дверь, насчет дверей не сказал. А, что да. Тяжелее стали. Тяжелее. Давай закроем. Сначала ты закрой, потом я. Открыли. Так, ну, я закрываю. Да. А я вот так вот, просто с отмашки так.
По-моему, как было, так и есть. Ну, дай-ка чуть-чуть. Но вес ощущается. Вес ощущается. Ага. Да, вес ощущается, то есть килограмма на 2-3 двери потяжелее. Мгм. То есть мы, ну, в принципе, можно было бы еще заклеить, но из-за... Из-за петель. Да, И дверь широченная, она может просесть тупо. да. Видишь, вон какая она широченная. Запрыгиваешь-то как с разбега, просто садишься, в боком влетаешь и поехал, получается. Машина для одного человека и не для зимы, так что... А на лето, я думаю, ну, спасибо, Даниил Пожалуйста. Алексеевич, нашему родному телеканалу тоже. Привет огромный, мы стараемся, клеим свои машины шумкой и при этом снимаем целые такие передачи. Ну, я думаю, что определенный сегмент людей, им, в принципе, в кайф будет. Ну да, то, что можно это все дома сделать. Да. Так что испытано на себе. Испытано на себе.